Добрый день, уважаемые коллеги! Хочу поздравить вас по двум поводам. Первый повод, что мы все отдохнули, тот, кто вернулся уже в рабочее состояние, с кем сегодня мы проводим первую встречу в этом учебном году. И хочу поздравить с таким замечательным и красивым праздником, который сегодня празднуется в нашей стране, отмечается в нашей стране. У нас с вами настолько сложная работа, у нас настолько с вами много разных обязанностей, что так хочется праздника, так хочется, причем красивого, чтобы это было ярко, чтобы это было красиво, и чтобы это радовало душу. Вот у нас сегодня такой праздник. И замечательно, если у нас у каждого будет на столе вот такое румяное яблочко. С праздником. Ну и мы с вами сейчас начнем работу нашу. И тема сегодняшней нашей встречи – это АОП, образовательный ресурс для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мы столько много уже говорим про АОП, адаптированной образовательной программе, в разрезе разных нозологических групп, разных нозологических назальных нарушений. И мы с вами сегодня опять возвращаемся к этой теме. Дело в том, что вот когда я готовилась к нашей с вами встрече, я посмотрела опять интернет, и там опять много всего напутанного. Надо в конце концов раз и навсегда разобраться, что такое адаптированная основная образовательная программа и с какими детьми мы ее реализуем. Нам надо разобраться, что такое адаптированная образовательная программа и с каким ребенком мы реализуем, когда, в каких случаях мы действительно разрабатываем АОП, в каких случаях это делать не нужно. У нас и так с вами очень большие профессиональные обязанности. Вот в конце нашей встречи мы должны об этом поговорить и договориться, что есть АОП и что есть АОП. Если у нас сегодня на нашей встрече присутствуют педагоги, и в конце занятия, в конце нашей встречи мне бы очень хотелось, чтобы были какие-то вопросы, чтобы была понятна наша обратная связь. Потому что действительно вопросов по АОП очень много. Итак, мы сегодня разбираемся с детьми, у которых нарушение опорно-двигательного аппарата. Я считаю, что это самая сложная группа. Во-первых, она очень многочисленная. Туда входят дети с различными проявлениями нарушений физического здоровья, нарушений опорно-двигательного аппарата. Вот первое сейчас, что мы будем сделать, мы будем разбираться, какие группы входят, какие подгруппы входят в группу нарушений опорно-двигательного аппарата. Ну, а прежде чем начать говорить, я вам предлагаю прочитать эти слова, которые сказал Макаренко про детей, о том, что мы, в общем, должны помнить, если мы хотим себе благородную и спокойную старость, значит, мы должны каждую минуту думать о наших детях, о том, как мы их воспитываем. Правильно мы это делаем, неправильно мы это делаем. Тем более эти вопросы мы должны задавать, когда мы работаем с детьми с нарушениями здоровья, когда мы работаем с детьми с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. Потому что это очень сложная категория детей, но так как они дети, то они тоже рождены для счастья, они рождены для радости. Вот такое их детство должны мы организовать. Так. Ну, самое первое, мы сегодня с вами попробуем работать вот на таких маленьких незатейливых макетах. Я вам предлагаю, вот это вся группа детей, у которых есть нарушение опорно-двигательного аппарата. Смотрите, в эту группу входят 4 разных нарушения. Вы видите, что на передней стенке написано 6 и НОДА. Нарушение опорно-двигательного аппарата. Почему 6? Потому что по ВГОС ОВЗ эта группа находится под номером 6. Поэтому здесь у нас и цифра 6. Итак, самая многочисленная группа детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. И, наверное, это самые тяжелые проявления у детей с детским церебральным параличом.
Ну, в нашем представлении дети с детским церебральным параличом – это, как правило, дети-колясочники, это дети, как правило, с тяжелой, очень сложной и неправильно поставленным навыком ходьбы в нашем представлении. Но я хочу сказать, что есть достаточно легкие формы ДЦП, когда мы, собственно говоря, не всегда можем и внешне даже определить, что у ребенка детский церебральный паралич. Итак, в группу детей с нарушением опорно-двигательного аппарата входят дети с миопиями, с различными формами. Это нарушение тонуса мышечного. Это все наследственно обусловленные заболевания, и поэтому они у ребенка при рождении могут даже не определяться, могут даже не диагностироваться, а потом уже с возрастом они могут проявляться. Так, сюда входят дети с последствиями полимиелита в стадии восстановительной и резидуальной стадии. Вот это дети с последствиями полимиелита. Да? Я хочу сказать пару слов, обратиться к мамам, которые отказываются от прививки от полимиелита у своих малышей. Ну, дело в том, что вот уже по нескольким странам, бывшие страны, которые входили в Советский Союз, пронеслись эпидемии полимиелита. А переболевший ребенок очень часто может прийти к такому состоянию, что он тоже потеряет навык ходьбы или может приобрести тяжелую инвалидность. Только потому, что мама почему-то решила, что прививку от полимиелита они делать не будут. Хотя вот я сколько работала с родителями, я так и не услышала внятного объяснения, почему отказываются от прививки. Хотя последствия отсутствия этой прививки могут быть очень серьезны для ребенка, для его будущего. Так, и в эту группу с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата входят дети с врожденными и приобретенными недоразвитиями конечностей ног, рук или полным отсутствием определенных конечностей, или с недоразвитием. Вот сюда же входят дети с таким, казалось бы, ну, в нашем бытовом понимании плосковальгусные стопы – это не очень серьезные заболевания, да? Но даже плосковальгусные стопы могут оказывать серьезное влияние на становление физического здоровья и на развитие умственных способностей, и на развитие вообще способа действия для ребенка, когда он устает. Здесь в эту группу относятся дети, у которых проблемы с позвоночником, ну, с суставами, с мышечным корсетом. В общем, посмотрите, пожалуйста, вот такая сложная составная группа, которая объединяется одним названием – нарушение опорно-двигательного аппарата. И мы с вами понимаем прекрасно, что ребенок с детским церебральным параличом значительно отличается от ребенка, у которого плосковальгусные стопы. Да? А если у ребенка еще проблемы могут быть с позвоночником, которых никто не видит, и которые только влияют на комфортность, на состояние самого ребенка, но внешне они никак не проявляются, то можем понять, что вот эта группа очень сложная по своему составу. Кроме этого, мы сейчас с вами посмотрим несколько иллюстраций того, что такое тяжелое нарушение опорно-двигательного аппарата. Вот, ну, к сожалению, этот человек уже ушел из жизни. Это Стивен Хокинг. Он был профессором в университете. У него двигалось только несколько пальцев. Для него была специально сконструированная коляска, на которой он передвигался. И туда модулятор голоса был вмонтирован. И он мог читать лекции в таком состоянии. И мы видим, что нарушение опорно-двигательного аппарата, вот даже такое проявление нарушения опорно-двигательного аппарата позволяет человеку вести активный образ жизни, позволяет быть включенным в социум. И вот
просто уму непостижимо, что вот человек с такими проблемами физического здоровья ездит по всему миру и мотивирует людей с руками и с ногами жить хорошо и быть активными и заботиться о своем здоровье и об окружающих. Вот этот человек мотивирует физически здоровых людей на нормальную человеческую жизнь. Это удивительно, да? При этом он женат, он уже, тут вот написано, что один ребенок, у него уже 2 детей. Жена красавица, действительно. И этот человек пишет книги, он позволяет себе заниматься спортом, вести нормальный, активный образ жизни. Не жаловаться никому ничему, даже имея вот такое физическое здоровье. Вот еще один представитель той самой группы людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. У него вообще нет конечности, у него, по-моему, до бедер только тело его формируется. Пожалуйста, тоже человек, у него счастливая семейная жизнь, он работает, у него активная профессиональная деятельность. И мы видим, что это счастливые люди, они улыбаются, они никому не жалуются. Они приняли решение, что они будут активными и будут такими, как все. А вот наши детки, те, с которыми мы работаем, с нарушением опорно-двигательного аппарата, у них тоже бывают разные степени выраженности нарушений. И вот здесь мы с вами смотрим степени тяжести. Они делятся на 3 группы. Самая тяжелая – это первая группа. Когда дети не владеют самостоятельной ходьбой, они не могут овладеть навыками самообслуживания. У них есть еще много других серьезных нарушений. Здесь и присоединиться может и умственная отсталость, и нарушение зрения, и нарушение слуха. То есть много разных нарушений. Да? И этот ребенок нуждается в значительной помощи взрослых, в значительной помощи и ассистента, и тьютера при освоении образовательной программы. Во вторую группу дети ходят, которые имеют среднюю степень тяжести. То есть вот смотрите, каждая группа, о которой мы говорили, все дети вот этих 4, внутри каждой группы еще есть 3 группы по тяжести проявлений. Тяжелые с тяжелыми нарушениями, когда ребенок нуждается в значительной других людей. Средняя группа, вторая группа, имеющая среднюю степень выраженности, и третья группа, когда ребенок может освоить все, собственно говоря, основные навыки самообслуживания, он нуждается в незначительной помощи с годами, когда он уже может вообще отказаться от помощи. Вот я вчера видела женщину передо мной, так случайно получилось, я выхожу с автобуса, и передо мной идет женщина. Это женщина с детским церебральным параличом, но она уже взрослая женщина. Я поняла, когда она разговаривала по домофону, что она мама, то есть у нее есть ребенок, там тяжелейшая форма ходьбы, там она пока идет, она несколько раз падает, причем упала на камни, я думаю, что... Но при этом она идет сама. Я пыталась ее догнать, она поняла, что я хочу ее догнать и, наверное, как-то проявить свою помощь. Она начинала идти быстрее. То есть настолько целеустремленно человек строит свою жизнь самостоятельно и хочет быть самостоятельным, при всем том, что у нее ДЦП, там вторая группа. Представьте, она подошла к домофону, включила домофон, и там из домофона ребенок: мамочка, это ты? То есть вот желание быть как все этих людей выносит на такую линию, где они могут плыть самостоятельно и целенаправленно отказываются от чужой помощи. Так, сложность группы детей с нарушением опорно-двигательного аппарата заключается еще в том, что даже если мы с вами, сейчас я открою просто, да.
Если мы оставим вот, только группу детей с детским церебральным параличом, то даже внутри этой группы, мы уже сказали, что здесь 3 группы по тяжести выраженности дефекта, там внутри группы есть еще квалификация ДЦП. В нашей стране классификация ДЦП. В нашей стране принята классификация Семеновой, которая указывает в своей работе на 5 форм детского церебрального паралича. Это спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма ДЦП, гиперкинетическая форма, тоническая, астоническая форма. Вот 5 форм детского церебрального паралича. И я хочу вас заверить, мы не будем сегодня заниматься медициной, я хочу заверить, что дети все крайне отличаются, со всеми этими формами, крайне отличаются друг от друга. Там разные бывают маршруты лечения, маршруты реабилитации. То есть вот посмотрите, какая большая, мы говорим о том, что группа-то, собственно говоря, одна, нарушение опорно-двигательного аппарата, а какие разные формы, какие разные проявления, какие разные особенности этих детей бывают. И мне тут хочется привести слова Выгодского, который вот еще до 1934 года говорил, что самое главное – это не воспитывать дефект, не лелеять этот дефект, а воспитывать ребенка. Нужно просто понять, что развитие ребенка даже с патологией физического здоровья, эмоционального здоровья, умственного здоровья, даже с такими патологиями, развитие такого ребенка идет по одному и тому же плану, по одному и тому же маршруту. Просто отличия будут по срокам, по вложениям, сколько нужно вложить ребенка нормативно развивающегося и сколько нужно вложить ребенка, вот, скажем, с какими-то определенными формами детского церебрального паралича. Но развитие идет по одной и той же траектории. Надо воспитывать не слепого, но ребенка прежде всего. Воспитывать же слепого и глухого, значит воспитывать глухоту и слепоту. К чему мы с вами идем? Мы идем к тому, чтобы понять вообще, для чего нужна адаптированная образовательная программа. И в конечном итоге решить для себя, а нужна ли она вообще. Нужно ли заниматься этой деятельностью. Да, это прописано в законе, но настолько, насколько мы примем это положение, настолько мы будем ответственно к этому относиться, и эта работа будет результативной. Ну что, идем мы с вами дальше. Раньше, до 2016 года, когда у нас с вами появился ВГОС ОВЗ, в нашей стране было 2 формы организации обучения. Это общеобразовательные школы, это специальные школы, где обучались дети с патологией развития. Эти обе формы сочетались совершенно изолированно, и они друг друга совершенно не интересовали, а абсолютно отдельно работали, абсолютно автономно работали. Дети с какими-то нарушениями здоровья уходили в спецшколы, и про них, собственно говоря, никто и не вспоминал. Да? Там работали специалисты, там работали дефектологи, хорошо знали свое дело, знали, что им нужно подготовить детей, которые приходят к ним в школу, к профессиональной деятельности, чтобы эти дети как можно меньше садились на инвалидность, а как можно чаще выходили на трудовую деятельность и, в общем, вели активный образ жизни. Так вот, на сегодняшний день у нас с вами есть 3 подхода в обучении детей. Мы сейчас с вами с этим и разберемся, попробуем опять разобраться с помощью наших вот таких трубочек. Итак, у нас есть общеобразовательная школа, которая реализует общеобразовательную программу. Это общеобразовательная школа. Здесь обучаются дети нормативные, у которых нет нарушения здоровья. Ну или хотя бы на сегодняшний день оно не выявлено. Нет заключения по МПК, ребенок не имеет статуса ребенок с ОВЗ, и он должен, раз он пока этого статуса не имеет, он должен обучаться в общеобразовательной школе. Да? Но мы на сегодняшний день знаем, что у нас там есть дети разные.
У нас есть школы, в которых обучаются дети, имеющие статус ОВЗ и имеющие статус ребенок-инвалид. Интегрированное обучение, когда в школе, собственно говоря, обучаются дети только с нарушениями здоровья. Или в общеобразовательной школе, или в общеобразовательном детском саду есть отдельные группы, куда принимают только детей с ОВЗ. И у нас еще есть специальные коррекционные школы. Да? Вот мы с вами отметим, что красненьким значком это будут у нас дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ну и туда могут быть интегрированы и на условиях инклюзии обучаться еще другие дети. Вот смотрите, здесь у нас дети реализуют общеобразовательную программу. Да? Не хочет садиться. Общеобразовательную программу. Надеюсь, что вам видно. Вот здесь, в этой школе, где у нас дети с нарушениями развития, с любыми, реализуют адаптированную основную образовательную программу. И здесь дети тоже реализуют адаптированную образовательную программу. А где же у нас АОП? АОП где? Вот когда мы разрабатываем вот эту самую программу АОП, в какой школе? А мы ее будем разрабатывать вот на этих условиях. Смотрите. Вот когда в общеобразовательную школу или в класс, который реализует общеобразовательную программу, интегрируем ребенка с ОВЗ. Это может быть, ну раз мы сегодня говорим о детях с НОДА, будем говорить, вот интегрировали ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Почему это произошло? Потому что сегодня решение о том, в каком классе учится ребенок, принимают родители. Не управление образованием, а уж не тем более не ПМПК, не психолого-медико-педагогическая комиссия. Психолого-медико-педагогическая комиссия определяет этому ребенку только АОП. Вот это вот АОП, программа. Они говорят, что этот ребенок должен осваивать программу 6.1 или 6.2 или 6.3. Ну или 6.4, это уже будет СИПР. Да? Никто, кроме родителей, этого решения принять не может. Отказать в приеме в общеобразовательный класс, в общеобразовательную школу этой семье, этим родителям, этому ребенку могут только в случае, если в школе нет места. Если есть место, значит, этот ребенок должен быть принят в школу шаговой доступности для семьи. Это принимает решение семьи. Вот в этом случае мы с вами для этого ребенка разрабатываем АОП. Но если программа определена 6.1, АОП не надо. Если программа определена 6.4, АОП не надо. Там разрабатывается СИПР. Специальная индивидуальная программа развития. Нам бы сейчас не запутаться во всех терминах. Если ребенку определена программа 6.2, разрабатывается АОП. 6.3 может быть разработана АОП. Если у нас ребенок попадает в специальную коррекционную школу, ну, положим, специальная коррекционная школа 8 вида для умственно отсталых, а он у нас с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вот. Мы его интегрируем. Мы интегрировали его вот сюда. Класс будет работать по адаптированной основной образовательной программе, а этому ребенку мы с вами разрабатываем АОП. Если у нас ребенок интегрируется в класс для умственно отсталых, то мы опять-таки разрабатываем АОП. Мне могут возразить коллеги и сказать, так не должно быть.
Но если это условия большого города, где можно скомплектовать даже целую школу для детей одной определенной нозологической группы, то в малокомплектных школах, то в сельских школах у нас с вами и будет скоро работать инклюзия. Вот она им нужна для малокомплектных школ, когда в общеобразовательный класс может быть интегрирован ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и раз. Вот в этом случае для каждого из этих детей будет разрабатываться адаптированная образовательная программа. Надо помнить о том, что в основном-то у нас школы в больших даже городах, и то бывает сложно по одной группе скомплектовать детей, собрать в одно место. А уж тем более в малокомплектных сельских школах. Так, идем мы с вами дальше. Чем будет определяться АОП? Что в основе АОП лежит? Адаптирован. Я сейчас буду говорить АОП, когда одна О. Адаптированная образовательная программа. Чем определяется, что в основе лежит? А в основе лежат те образовательные потребности, которые существуют у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Как бы дети ни отличались по диагнозу, по сложности, по степени нарушенного здоровья, по проявлениям, они все равно имеют одинаковые потребности. И у детей с ОДА они вот такие. Первое – это потребность в особой организации образовательной среды. Это доступная среда, это адаптация входных групп, это поручни по всему периметру учреждения. Даже если вдруг у вас появился только один ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, колясочник, значит, все эти условия должны быть соблюдены для того, чтобы обеспечить ему освоение образовательной программы. Доступность образовательных и воспитательных мероприятий. У меня одна мама, у нее было 2 детей, она сама колясочник после травмы, дорожной травмы. Она осталась колясочником, и вот она с сожалением сказала так, она говорит: я, к сожалению, ни разу не смогла прийти на утренники своих детей, потому что, как правило, актовые залы находятся на 2-м этаже. А никаких тогда еще, но сейчас уже это в многих учреждениях есть ступенька хода, и можно воспользоваться родителям, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Вот она говорит: я ни разу не была на утренниках, о чем очень сильно сожалею, потому что не были реализованы требования к доступной среде. Это, безусловно, то, что касается санитарных комнат, где все должно быть приспособлено для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. У нас, например, в группах были вертикализаторы, которыми пользовались дети с тяжелыми патологиями. У нас были вертикализаторы, которые принимали и горизонтальное положение, и вертикальное, и под определенным углом. И вот когда существует такой вертикализатор, ребенок, которого мы берем на занятия, он там достаточное время может долго заниматься. Там перед ним есть столик, и вот в таком положении, когда разгружается позвоночник, ребенок становится наиболее работоспособным. Так, потребности в использовании специальных методов, приемов. Тут и ходунки, и крабы, и тросточки. То есть ребенок вот с нарушением опорно-двигательного должен обеспечить быть всем. Там должны быть, даже мебель по-другому расставляется. Если столы в группе для детей нормативных, они стоят достаточно близко, то в этой ситуации столы должны расставляться. Нужно все время помнить о том, что у нас есть в группе ребенок, у которого проблемы с навыком ходьбы. Он часто падает, он раскоординирован, он может удариться и повредить себя еще больше, да? То есть вот это нужно все учитывать. У нас в школе был принят в школу ребенок, он был наш, он пришел к нам маленьким, то есть он прошел вот этот этап
дошкольного детства и потом вышел в школу. Школа тогда была преобразовательным учреждением у нас при садике. Была система школа-сад, и дети наши переходили туда. Так вот, он был по решению ПМПК принят на обучение без обучения письма. Но там был настолько целенаправленный ребенок, он настолько был активный, что он всем стал доказывать, что он научится писать. Но у него была гиперкинетическая форма ДЦП. Как только он садился за парту, у него начинались такие страшные гиперкинезы, он бился об эту парту, и, в общем, это было небезопасно для ребенка. И педагоги принимают решение. Ему комфортно работать на полу, он будет работать на полу. И он начинал учиться писать с большого листа, не с тетрадного листа. А там практически А3 было даже, полватмана, по-моему, так. Потом он начинал писать в альбоме для рисования, и потом постепенно, вот уже к 4 классу, он освоил письмо в тетради. Вот, пожалуйста, те самые условия, которые для этого ребенка были комфортными. Никто его не заставлял делай так, как все, делай, как я, делай лучше, чем я. А педагогический коллектив, ничего страшного в том, что он, собственно говоря, работал на полу. Ему было комфортно, и ребенок осваивал новые для себя и очень важные жизненные компетенции. Он осваивал письмо. На сегодняшний день этот ребенок закончил университет, при всем том, что у него такое же тяжелое состояние здоровья, но он закончил университет, успешен, занимается трудовой деятельностью. Поэтому, когда мы говорим о какой-то нозологической группе, первое, мы понимаем, что там дети с разными проявлениями здоровья, с разной степенью нарушений здоровья, но у них вот группа объединяется по признаку того, что у них одинаковые образовательные потребности. И нам надо реализовать эти потребности, это наша задача. Вот посмотрите, вот то, что я вам сказала. Помните цифра 6, да? Вот у нас в ГОС определяет 8 нозологических групп, 8 видов образовательных программ адаптированных. И посмотрите, внутри каждой программы есть еще определенные варианты. По сегодняшней теме нашего разговора, внутри нашего вида, обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, есть 4 варианта адаптированной основной образовательной программы. Давайте найдем вот теперь по этой таблице, где же будет место для АОП. Если в 2016 году, когда в ГОС ОВЗ было принято, АОП писали и для первого варианта, и для второго, и для третьего. Ну, для третьего надо решать. Для четвертого варианта это дети с тяжелыми множественными нарушениями развития. Для них прописывается, для них формируется СИПР, специальная индивидуальная программа развития. Поэтому мы будем говорить вот об этих вариантах. Сегодня, вот уже, по-моему, 2 года, как принят документ о том, что для варианта 1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, АОП не пишется, не разрабатывается. Здесь детям разрабатывается просто индивидуальный учебный план, куда включаются коррекционные занятия с логопедами, с психологами, с дефектологами, с тифлопедагогами, с сурдопедагогами. То есть вот для этих детей просто разрабатывается индивидуальный учебный план. А вот те дети, у которых указано в заключении ПМПК адаптированная основная образовательная программа по 2, вот этим детям мы и разрабатываем АОП, адаптированную образовательную программу. Вот этим детям. По 3 надо смотреть, надо ли, потому что, как правило, это дети с легкой умственной отсталостью. Поэтому, может быть, им надо не по этой категории. То есть надо очень внимательно читать заключение ПМПК, что там прописано. Но я сказала, что по 4 это СИПР, это тяжелые множественные нарушения. Теперь давайте займемся АОПом. Итак, программа 6.2. Вот мы туда будем разрабатывать АОП, если ребенок обучается в условиях общеобразовательного класса
или образовательные организации, которые реализуют общеобразовательную программу, вот в этом случае мы для него разрабатываем АОП. В этом случае. Еще раз. Те, кто по двойке. Для них. Если этот ребенок посещает группу для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, в этом случае мы ему АОП не разрабатываем. Он осваивает адаптированную основную образовательную программу. Если в этой группе все дети имеют заключение по МПК, что они осваивают программу 6.2. Тут нам не надо. Если у нас ребенок интегрирован в какие-то другие группы, где дети с другим нарушением, в этом случае мы разрабатываем ему АОП. Что такое АОП и из чего складывается АОП? Давайте посмотрим. Вот, посмотрите еще, пожалуйста, те варианты, о которых я вам сказала. Итак, нас интересует вариант 2. Ребенок получает цензовое образование, получает документ об образовании, если мы говорим о школе. Если мы говорим о дошкольной образовательной организации, здесь тоже разрабатывается АОП, ну, естественно, тут никакого документа. Посмотрите, какие проявления у этого ребенка. К моменту поступления в школу уровень развития, к моменту поступления в школу уровень развития ребенка не достигает возрастной нормы, образование сопоставимо с образованием сверстников. Тут могут быть пролонгированные сроки обучения, то есть ребенок может, скажем, если мы говорим про дошкольное учреждение, может ребенок посещать дошкольное учреждение до 8 лет по решению ПМПК. Так. Вот когда к нам поступает ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, мы с ним работаем в 3 направлениях. Это проведение коррекционной работы с специалистами. Посмотрите, какие специалисты. Это медики-реабилитологи. Я хочу сказать, что вот по программе дошкольного образовательного учреждения программа медицинской реабилитации только для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В других программах это нет. Только для этих детей. Поэтому если у нас есть группа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, образовательное учреждение должно заключать договор с медицинской организацией, которая будет, собственно говоря, осуществлять вот эту самую медицинскую реабилитацию. Прошу прощения. Здесь у нас работают учителя-дефектологи, учителя-логопеды, соцпедагоги, педагоги-психологи. Это все прописано в заключении ПМПК. Все специалисты. Если у ребенка в заключении ПМПК специалисты прописаны, значит, они будут с ним работать, обязаны с ним работать. Если в учреждении нет таких специалистов, значит, руководитель должен решать вопрос в рамках сетевого сопровождения, взаимодействия. Искать логопеда, который будет или приходить на занятия, или дефектолог, или туда будет ходить ребенок с родителями, или с тьютором, или с ассистентом. То есть вопрос должен решаться в обязательном порядке. Так, следующее, что мы с вами еще в содержание нашей АОП включаем. Так, мы туда включаем разработку безбарьерной доступной среды. Если этот ребенок нуждается, чтобы у нас был пандус, да, значит, этот вопрос надо решать. На сегодняшний день я читала документы, в котором было написано, что если в образовательном учреждении есть дети-колясочники, то там должен быть хотя бы один лифт, подъемник. Но это на сегодняшний день такая огромная роскошь, такие огромные деньги. Мало того, что нужно большие затраты, чтобы построить подъемник или лифт, нужно еще большие затраты на обслуживание этого механизма. Поэтому есть есть пандусы, которые пристегиваются к стене, отстегиваются, или ступенькоход. Вот мы в нашем учреждении приобрели ступенькоход. Чем он нам нравился? Потому что он мобильный был.
Его можно было, если у нас вот пандус, который прикрепляется к стене, он так и будет в одном месте, да? А вот ступенька-ход, его можно использовать на любой лестнице. Он мобильный, его можно менять его нахождение на одной лестнице, на другой лестнице. Самое главное, чтобы был обученный человек, который знал, как этим пользоваться и мог обеспечить безопасность ребенка или взрослого, который пользоваться будет этим механизмом. И что мы включаем, что нам нужно обязательно для ребенка вот с такой патологией, это разработка адаптированной образовательной программы. Откуда мы берем материал для содержания? Ну, первое, мы, если это общеобразовательная организация, мы берем какую-то часть общеобразовательной программы, направлений работы, куда вообще, какая особенность в школе, мы это берем в свою программу. Или мы пользуемся адаптированной основной образовательной программой, которую реализует данное учреждение или данный класс или группа. Примерную адаптированную образовательную программу. Я хочу сказать, что вот примерная адаптированная образовательная программа, примерно адаптированная общеобразовательная программа, вот здесь у меня в руках, для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата. Книжечка достаточно тоненькая, да? Здесь все 4 варианта программы. Все 4 вот вместили вот эту книжечку. Здесь условия, здесь структура программы, которая должна быть по ВГОС со всеми целевыми разработками, с УМК, с тем, что мы должны использовать в своей работе, какой УМК и какой законодательный акт мы должны использовать. Здесь все есть. Здесь конкретно с нарушением опорно-двигательного аппарата. Есть такие программы для каждой нозологической группы. Почему сегодня мы с вами смотрим эту? Потому что я вам говорю, вот она включает, такая небольшая, включает все 4 варианта. Итак, но нас интересует, кроме этой программы, здесь прописываются условия и рассказывается об условиях. Нас еще интересует приложение. У нас, к сожалению, нет этого приложения. Приложение к этой программе. Требования к реализации программы. Вот там все содержание указано. Там указано абсолютно все содержание. Чего можно, чего нельзя, какие направления, образовательные области, предметы, какое содержание по каждому предмету ребенок может освоить с теми или другими нарушениями. Ну, приведу пример не по опорникам, а приведу пример по ребенку с ЗПР. Ребенок ученик 3 класса, у него задержка психического развития. Определена была программа 7.2. То есть, значит, для него нужно было разрабатывать АОК. Да? Состоялся разговор с учителем английского языка. Учитель английского языка была очень раздосадована тем, что данный ребенок не берет программу, не осваивает английский язык. Он русский-то с трудом осваивал. Ему трудно давался русский-то язык. Письмо давалось трудно. Он дисграфик, он дислексик. Естественно, освоить еще какой-то чужой язык. И учитель говорит, мы с ним столько работаем, он ни одного слова сказать по-английски не может. И не сможет. Вот когда мы открыли требования, нашли вот эту программу, и мы там нашли, чему, собственно говоря, мы этого ребенка должны были учить. А нужно было у этого ребенка формировать положительное отношение к звучанию иностранной речи. Коллеги, это 2 большие разницы. Говорить на английском или положительно проявлять положительное отношение к звучанию речи. Ну и даже если это ведь не двойка. Просто ребенок вот с такими образовательными потребностями, какие у этого ученика, он не может пока осваивать английский язык. Возможно, эта возможность у него появится в 5, в 6 классе, и он тогда будет его осваивать. Но он не будет иметь двойку. Мы создадим ему комфортные условия для того, чтобы он хотел прийти на этот урок, чтобы он хотел получать какие-то знания по этому предмету. Вот для этого нам нужна адаптированная образовательная программа. Мы туда
то содержание вкладывает, которое ребенок этот может освоить в комфортных условиях с учетом его образовательных потребностей. Теперь вот давайте посмотрим. АОП – адаптированная образовательная программа. Есть много разных рекомендаций, но есть два постулата, которые мы выполняем обязательно, когда разрабатываем программу. АОП четко структура АОП должна быть четко соответствовать требованиям в ГОС. Вот структура, не содержание. Содержание разрабатывает образовательная организация. Давайте вот пошагово сейчас попробуем определить, как эту программу, видите, написано, из чего она складывается. Так, тут еще один момент, который мне бы хотелось озвучить. Посмотрите. Очень долго, у нас очень много путаницы, где АОП, и в интернете вы найдете. Нам говорят, что мы сейчас поможем вам в разработке АОП, начинаешь читать, а это не АОП, а АОП. Вот давайте разберемся раз и навсегда. Мне было такое мнение, что не прописанная 79-я статья, вот она впервые появилась в законе об образовании, и поэтому она не прописана до конца, и ее надо каким-то образом ждать, когда будут изменения внесены. И там якобы запутано все. Давайте посмотрим, насколько здесь запутано. Итак, статья 79, организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями. Читаем прямо. Содержание образования, условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, то есть АОП. Да? А про кого здесь говорят? Про обучающихся. Обучение, воспитание обучающихся. То есть на каждому, у кого есть статус ребенок с УВЗ. Или ребенку-инвалиду, у которого статус ребенок-инвалид, и который имеет индивидуальную программу реабилитации. То есть то, что называется ИПРА. Так сложилась сегодня ситуация, что не все родители, у которых ребенок имеет статус ребенок-инвалид, имеют статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Это решение родителей, это решение семьи. Никто их не заставить не может, конечно, им можно объяснить, можно их мотивировать, но в моей практике были родители, у которых ребенок имел статус ребенок УВЗ, но они отказывались категорически получить статус ребенок-инвалид. И наоборот, ребенок имел статус ребенок-инвалид, но не имеет статуса ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Вот здесь очень трудно определить, где АОП мы разрабатываем, а где создаем вот ту самую индивидуальную программу. Если есть решение ПМПК, и если есть те условия, о которых мы говорили с вами раньше, то есть мы интегрируем ребенка или в класс, или в группу с детьми нормативно развивающимися, или с детьми, где другая нозологическая группа. Если ребенок имеет статус инвалид, но нет статуса УВЗ, мы разрабатываем индивидуальную программу. Дальше давайте пункт 2 почитаем. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную. Смотрите, здесь ребенок, да, обучающийся и воспитанник, а здесь организации. Там, где дети, деятельность по адаптированной основным образовательным программам. Вот когда школа, целая школа, или когда класс в общеобразовательной школе, но весь класс работает с детьми одной нозологической группы, мы разрабатываем. Они осваивают основную образовательную программу или адаптированную основную образовательную программу. Как бы было хорошо, чтобы мы в конце концов со всем этим разобрались. Вот еще две формулировки, что такое АОП и что вот конкретно здесь написано прямо. Для обучающихся с НОДА это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями детей. Здесь идет речь о классе, о группе, об учреждении. А вот АОП, там конкретно прям написано,
для ребенка, для обучения ребенка с ОВЗ. Вот когда мы говорим адаптированная образовательная программа, она разрабатывается на одного конкретного ребенка на 1 год. Адаптированная основная образовательная программа может разрабатываться на уровень. И может, собственно говоря, работать не 1 год, а несколько год. На уровень с 1 по 4 класс. Да? А если мы говорим о коррекционных классах, там у нас 1 дополнительный и до 4. Там 5 лет обучения. Есть классы для детей с расой слепых, там 6-летнее начальное обучение. Вот АООП разрабатывается на уровень, а АОП на 1 год на одного ребенка. И я буду очень радостна, если мы с вами вот в этом разобрались. Я вам в конце покажу примерные программы, какие. И то, даже не в конце сейчас, посмотрите, толковую очень программу, адаптированная образовательная программа для обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата. Вариант 6.1. Помните, я вам говорила, до позапрошлого года для этих детей по единице, которые для них тоже разрабатывали АОП. Сейчас мы для них разрабатываем просто индивидуальный учебный план. Если здесь тоже есть ляпы в этой программе, структура полностью соответствует требованиям в ГОС. Все структурные компоненты так, как прописано в ГОС. Ну, мы с вами можем найти разработку каких-то, содержания каких-то направлений, там написано со 2 по 4 класс. Если программа на год, то почему в программе написано со 2 по 4? Значит, и указываете конкретно, чего это касается. Кто занимается разработкой? Так, давайте вернемся. Кто разрабатывает? Медики, реабилитологи, учителя, дефектологи, учителя, логопеды, соцпедагоги, воспитатели, давайте еще добавим. То есть все люди, все специалисты данного образовательного учреждения, которые работают с этим ребенком. Они все разрабатывают эту программу. И еще в разработке этой программы АОП обязательно участвуют родители. Причем не так, как мы с вами привыкли. Давайте мы разработаем отдельно раздел «Работа с родителями». Нет. В этой программе отдельный раздел должны разрабатывать родители. Почему они должны это делать? В заключении по МПК есть отдельный пункт – лечение и наблюдение врачей. Школа не может обеспечить этого. Это обязаны обеспечить родители. Вот этот пункт мы сюда с вами тоже вносим в обязательном порядке. Но это прописывают родители. Когда они пойдут на консультацию к неврологу, тогда сколько раз они посетят офтальмолога, сколько раз они посетят психотерапевта в этом году и так далее. Вот это они все прописывают. И это будет зона их ответственности. И они обязаны это включить вот в эту программу. А потом в конце года эта программа анализируется, насколько она выполнена. И это все будут анализировать тоже родители. Вот это как раз и будет их ответственность большая перед своим ребенком. Вот так они будут участвовать в реализации адаптированной образовательной программы. Так, программа, простите, у меня тут упала. Так, вот здесь мы с вами видим текстовый материал. Просто по структуре, то, что рекомендации дает ВОЗ, ОВЗ, вот по этой структуре. В этом образовательном учреждении решили, разработали табличный свой вариант, ну и тоже структура соответствует, но просто все переведено. Кстати сказать, в табличном варианте работать комфортнее, удобнее. Так, вот смотрите. Когда мне сегодня, я анализировала те программы, которые представляют АОПы, есть программы, которые по 80 с лишним листов. Уважаемые коллеги,
Первое, что мы с вами чем заключение по МПК, да? Там у нас прописано, по какой программе ребенок работает. Эту вот самую АОП мы по ней и разрабатываем. Так, мы уже с вами должны заканчивать. Так, что нам еще важно? Вот все условия, которые прописаны в заключении по МПК, мы вносим в адаптированную образовательную программу. Дальше. И это обязательно. Не может разрабатывать адаптированную образовательную программу один специалист. Над программой работает мини-коллектив, реабилитационная бригада, как угодно. Межпредметные преподаватели, то есть кто угодно. Работает коллектив. Адаптированную образовательную программу, я знаю, что есть такая практика, пытаются свалить ее разработку на психологов, чтобы психолог не может видеть ребенка на каждом уроке. Она не может определить, ей тогда нужно только с этим ребенком работать. Она не может определить, по каким предметам этот ребенок испытывает наибольшие затруднения. Вот по программе для опорников по двойке ребенок прекрасно может справляться с математикой. Или другой, наоборот, ребенок будет хорошо осваивать чтение и письмо, но у него будут проблемы с математикой. Значит, мы с вами в адаптированную программу включаем только тот раздел, где ребенок испытывает трудности. Если ребенок остальные предметы, ну, положим, рисование, пение, там, он осваивает эту программу, как все остальные учащиеся, то есть он осваивает общеобразовательную программу, тогда мы не вносим этот раздел в АОП. Мы в АОП вносим только те разделы, те предметы, по которым ребенок, те образовательные области, по которым ребенок испытывает серьезные трудности, потому что мы занимаемся коррекцией. Нам нужно определить, как мы будем давать ему материалы, как будем, самое главное, оценивать по реализации этой программы. Так, значит, коллективное написание, только коллективное, больше никак. Разработка программы, написание программы, выполнение программы, анализ качества выполнения программы. Все идет под контролем ППК, психолого-педагогического консилиума. Мы с вами прямо сейчас по этапам пройдем, где и как, кто что делает. Обязательно включаем туда, в разработку, не просто в реализацию, а в разработку семью и родителей или законных представителей. И контролируем их выполнение этого раздела, который они сами разработали. Мы включаем с вами в адаптированную программу только тот материал, в котором в реализации, в освоении которого ребенок испытывает проблемы. Не надо все, не надо 80 страниц программы. Ну как же вы, дорогие коллеги, освоите программу на одного ребенка 80 или более страниц? Вот я вам показала, что вот этот вариант всего 13 страниц. Да? Ну здесь 40. Я вам сказала, здесь они включили материал. Несмотря на то, что программа должна быть разработана на год, а они включили материал со 2 по 4 класс, наверное, поэтому у них здесь столько много всего. Так, теперь обязательно руководитель образовательной организации издает приказ о назначении ведущего специалиста, который будет отвечать за... Он не создает программу, отвечает за ее создание. Он будет отвечать за разработку, за реализацию и за анализ качества выполнения. Итак, распорядительным актом, приказом назначается ведущий специалист. Это может быть учитель, классный руководитель, воспитатель группы, это может быть тьютор, это может быть соцпедагог, это может быть председатель ППК. Еще раз говорю, если мы говорим про большие города, про большие образовательные организации, там у них, естественно, очень много персонала. А если мы говорим про малокомплектные школы, про сельские школы, там мало. Там есть у них председатель ППК. Вот председатель ППК может быть назначен, собственно говоря, ведущим специалистом по разработке всех АОП. Следующий момент. Первое заседание по данному ребенку, по данной адаптированной программе назначает уже
ведущий специалист приглашает на ППК всех сотрудников, которые работают с этим ребенком, и начинают обсуждать вообще вариативность того, как будет создаваться, как будет разрабатываться программа. Следующий шаг. Ведущий специалист изучает все документы ребенка, медицинскую карту, характеристики, если таковые есть, работы ребенка, смотрит его письменные работы, смотрит его тетради, если таковые есть. Ну, это, конечно, дети, которые уже, во всяком случае, первый класс отучились, да? В обязательном порядке, внимательно, каждую букву, каждую строчку заключения психолога медико-педагогической комиссии со всеми рекомендациями. Обязательно, если есть такая возможность, мы знакомимся с какими-то документами, которые могут представить родители на ППК. Обязательно знакомиться с режимами, которые для ребенка могут быть наиболее комфортны. Сколько ребенок может посещать школу и сколько лучше ему находиться на домашнем обучении или на дистанционном обучении. Сегодня такая возможность есть. Следующий момент. Ведущий специалист приглашает родителей на беседу и выясняет, какие трудности есть в организации обучения, какие трудности есть в поведении ребенка, куда обращались, за какой помощью. Может быть, они ездили на диагностику, на диагностическое обследование в Питер, в Москву. То есть вот эту всю информацию аккумулирует у себя ведущий специалист. Потом с этой информацией он выходит на второе заседание ППК, психолого-педагогического консилиума, и знакомится с этой информацией, но дозированно. Мы помним о том, что у нас есть закон о нераспространении персональных данных, да? Никакие диагнозы здесь не озвучиваются. В процессе характеристики, создания той информации ребенка, которую создал вот этот специалист, он и знакомит. Тут совсем не обязательно декларировать все диагнозы, которые есть у ребенка. А вот особенности поведения, особенности образовательной деятельности, особенности эмоциональной деятельности из сферы, вот это он может озвучить. Трудности, какие есть в организации для ребенка, он может озвучить. Потому что это заседание в обязательном порядке проходит в присутствии родителей. Да, еще один момент. Вот когда первый раз ответственный, тот самый ведущий специалист первый раз встретился с родителями, он у них берет письменное разрешение на проведение диагностического обследования и на организацию психолого-педагогического сопровождения. 2 заявления. Одно заявление на диагностическое обследование, а если диагностическое обследование будет проводить и логопед, и дефектолог, и психолог, значит 3 заявления, каждому специалисту свое. И заключение и заявление письменное от родителей законных представителей о том, что с этим ребенком он разрешает организовать психолого-педагогическое сопровождение. В обязательном порядке, письменное сопровождение. Итак, вот когда собрали всю информацию о том, какие трудности испытывает ребенок, ведущий специалист комплектует мини-группу или реабилитационную бригаду, ну, кому как удобно называть, это так и называется, так и называют. И они начинают разрабатывать, каждый разрабатывает свой раздел, что он будет делать, и потом комплектуется вот эта самая адаптированная образовательная программа. После этого, когда мы программу как-то соединили, ведущий специалист может расписать мероприятия, в которых будет участвовать этот ребенок. Одни мероприятия он может взять у специалистов, а какие-то может прописывать сам. Особенно, когда это касается воспитательных мероприятий, событий, в которых ребенок должен прийти дополнительно на эти мероприятия. Ну и потом ведущий специалист, следующее заключение, следующее ППК заседание мы уже проводим по динамике, как реализуется мероприятие и события этой АОП, и
какое качество освоения программы ребенка. Если нужно внести какие-то изменения, какие-то дополнения, значит, это делается на заседании психолого-педагогического консилиума. Желательно, чтобы на всех заседаниях присутствовали родители. Ну и последнее заседание – это анализ реализации программы. Потому что нам по результатам реализации этой программы мы будем писать следующую программу на следующий год. Вот посмотрите, программа, здесь указано, что с программой родитель, законный представитель ознакомился, подпись, расшифровка подписи и дата, когда родитель познакомился с программой. Точно так же и по результатам. По динамике, знакомым с динамикой. Если у нас не получается что-то с ребенком, значит, мы что-то спланировали не так. Что-то не учли, какие-то трудности мы не учли. Так. Итак, мы делаем заключительный вывод, что при разработке АОП ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата надо ориентироваться на типологию нарушений, что нарушено, как нарушено, в какой степени нарушено, как мы будем работать, какие классификации мы можем с вами провести при диагностике этого ребенка. То есть мы определяем, оцениваем его двигательные возможности, познавательные возможности и социальные способности, насколько ребенок социализирован, насколько он умеет, насколько его поведение является нормативным. И наличие комплекса условий. Нам надо учитывать те условия, которые на сегодняшний день есть в образовательной организации. Конечно, было бы замечательно, чтобы у нас все условия, которые на сегодняшний день современные, замечательные, есть, ну, во всяком случае, вот если стоят, самый простой пример, вот если стоят две школы рядом, но они практически в шаговой доступности для семьи, но в одной школе полы покрыты линолеумом, да, в коридорах и в группах, а в другой и нет поручней, а в другой школе плиточное покрытие, то есть твердое покрытие, и есть поручни, для того, чтобы дети с нода свободны были при передвижении, то, наверное, надо выбрать вторую школу. Даже несмотря на то, что та школа ближе. Потому что вот самые простые условия, это самые тривиальные условия. Но если они созданы для ребенка, то ему будет, во всяком случае, легче передвигаться по образовательному учреждению, он будет более свободный, он будет быстрее социализироваться в этих условиях. Но надо все это объяснять родителям и показывать, где условия более комфортны для их конкретного их ребенка. Вот. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы какие-то вопросы были заданы. Я попыталась бы на них ответить. Ну вот, жду. Итак, наша первая встреча в этом учебном году закончилась. Если я помогла вам разобраться в этих двух сложных понятиях АОП и АООП, то я буду считать, что мы достигли цели нашей профессиональной встречи. А сейчас всего доброго, до свидания. До следующей встречи.